А наша передача посвящена благодарности Родины защитникам Отечества, законодательной инициативе, направленном на реабилитацию участников специальной военной операции и членов их семей. С учетом норм Конституции Российской Федерации в силу статьи 72 и по предметам совместного ведения Республика Саха-Якутия имеет право разработать свой акт, нормативный правовой акт в виде закона, который бы урегулировал все механизмы, общественные отношения и создал бы, самое главное, систему реабилитации. Потому что мы где-то видим, как я уже сказала, отдельные элементы, а необходим закон, который бы это все упорядочил. Острота проблемы подтверждается реальными примерами. Общероссийский народный фронт в Якутии рассказывал о многодетной семье участника специальной военной операции, проживающей в аварийном жилье. Мы с семьей купили эту квартиру в 2014 году, в мае месяце. Наш дом был признан аварийным в 2022 году. Я мать 4 несовершеннолетних детей, у меня муж на СВО. В прошлом году, когда еще был здесь, он сам отогревал и канализацию, все ремонтировал. Сейчас у нас нет такой возможности, потому что я одна. ГСЖН в 2022 году, когда признали нас аварийным, был уже факт угрозы обрушения. Я переживаю за здоровье и жизнь своих детей. Народный фронт выехал повторно на адрес Маяковского, 87/1. На прошлой неделе мы встречались с представителями управы Сайсарского округа, а также с ДЖО. В этот раз мы обращаемся в прокуратуру для защиты прав жителей дома. Каждый житель страны имеет право на комфортные, а главное, безопасные условия проживания. Несмотря на последующие визиты и обещания, ощутимых результатов не было. Однако аппарат и общественные помощники уполномоченного по правам человека в Якутии пришли на помощь. Наш общественный помощник уполномоченного по правам человека Басыгысов Геннадий Степанович подготовил очень грамотные документы в судебной инстанции. И на сегодня семья имеет на руках решение суда, вступившее в законную силу, о предоставлении именно трехкомнатной квартиры. По правам человека предложила подать в суд. Они предоставили мне адвоката. Суть поведения администрации города какая была? Получается, суд выиграли, правильно я понимаю? Угу. А они потом взяли апелляцию. Да. Они не хотят выдавать мне трехкомнатную квартиру, они хотят квадраты до квадрата мне предоставить только. Но так как Верховный суд им отказал, выдали постановление. В законную силу он вступил 31 марта. Хотим квартиру! Теперь, я думаю, количество исполнительных листов в адрес окружной администрации города Якутска значительно возрастет, а их необходимо будет исполнять. В декабре прошлого года уполномоченный по правам человека и я, как журналист, посетили квартиру матери участников воинов СВО. Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин. Я нахожусь в селе Амга. На улице утром было 56, сейчас 52 градуса мороза. Сегодня я с уполномоченным по правам человека Сарданой Михайловной Гурьевой посетили по жалобе дом по улице Ленина, 11. Здесь проживает мать погибшего бойца СВО. У меня 5 детей, и мои сыновья 2 участника СВО. Одного я недавно похоронила, второго пропавший без вести жду. Живу в этой квартире. Сначала было очень холодно, 2-5 градусов. Сейчас в данное время у меня 10-13 градусов. У меня из этой сырости, у меня астма, я стою на учет с астмой. И у меня частые простудные заболевания из-за этого дома. Чувствительные для наших семей участников специальной военной операции вопросы всегда находятся на особом контроле. И мы, конечно, поддерживаем решения, которые принимаются на уровне главы республики, правительства, парламента. И, безусловно, мы тоже проводим мониторинг, как проводится конкретная работа по защите прав участников специальной военной операции и их семей. Мы инициировали совещание на уровне главы Амгинского района. Есть технологии, которые принимаются с учетом соблюдения пожарной
пожарных требований, пожарной безопасности, дополнительное отопление. Сейчас возмещение производится за счет средств местного бюджета села Амга. Это тоже очень важно. Мы попросили взять на контроль главу Амгинского района и плюс, конечно, мы соответствующие службы, это управляющие компании, и ЖКХ, и село Амга, все под карандаш записали, и вопрос он будет находиться на контроле и на нашем контроле государственного органа, уполномоченный по правам человека в республике аппарат и, безусловно, районной администрации до достижения результата. Вот насчет квартиры Артемьевой Анны Григорьевны мы сегодня обсудили совместно с Арданой Михайловной, в том числе с прокурором района, и руководители ответственных организаций и учреждений были. Но мы сейчас приняли краткосрочный план. Сейчас с помощью электричества будем запустить тепло. А летом уже будем делать конкретный капремонт с фондом или там, ну, посмотрим, как это мы будем сделать. Конечно, мы понимаем сейчас ситуацию Анны Григорьевны, но и всех семей СВО мы должны помнить, это наша обязанность. И все-таки надо очень пристально и внимательно относиться к просьбам и жалобам, особенно матерей СВО. Инициатива о законе Якутии о реабилитации участников специальной военной операции и их семей является необходимой. Это лишний раз доказала наша поездка контрольная. Очень рады за Анну Григорьевну, замечательную маму, участника специальной военной операции, которая практически 10 лет ежегодно замерзала и жила в тяжелейших условиях. Увидели ее футболки, потому что у нее есть дополнительная система, значит, обеспечения теплом. И договорились на уровне главы Амгинского улуса района о том, что уже исходя из выполнения краткосрочных задач по обеспечению незамедлительным теплом, сейчас мы выходим уже на такую долгосрочную, выполнение уже долгосрочной задачи. Технически такая отдельная система, которая, в отличие от других квартир, будет обеспечена полностью тепло. Да, в действительности были выявлены те иные нарушения, было холодно дома, и в настоящее время, как мы видим, результаты налицо. Прокурорские меры регионе, конечно, в этот период были внесены акты прокурорские регионе вплоть до возбуждения административного производства. Но, получается, нам не нужны наказанные лица, нам нужны именно результаты работы. И в сегодняшнем заседании мы на глаза посмотрели в действительности со стороны заявителя, то, что в действительности ее права в настоящее время уже восстановлены в полном объеме. Помощь пришла очень своевременно. Состояние человека улучшилось. Ведь было проявлено внимание и забота. Раньше я вообще жила не так. Вообще, как зимовать всю жизнь. Каждый день ждала, как эту ночь пройти. А сейчас со мной все в порядке. Дома тепло стало, и себя чувствую комфорт. Благодаря Сардане Михайловне и области администрации наследия, ЖКХ, управляющей компании. Ну, они уже вот, благодаря Сардане, они вот уже стали работать. Все делается. Жду и надеюсь, в июне отопление, чтобы у меня зимой было тепло и все комфортно. Принятие закона Якутии о реабилитации участников специальной военной операции и их семей поддерживают многие. Вообще мы все главы района, ну все главы наследников, ну все мы уже давно просим чтобы такое было. Вот, допустим, да, сегодня, как отметил глава наследия, они оплатили вот за тепло. На самом деле, по закону они не имеют права. Бюджетный кодекс не позволяет. Ну, как там, благодаря вот прокуратуре, ну, всем, как-то умудрились оплатить. Но если было бы законодательно все это прописано, никаких препятствий не было бы. А если будет тот или иной нормативный правовой акт, соответственно, мы будем работать и по этому нормативно-правовому акту. В рамках данного нормативно-правового акта и в рамках федеральных законов мы не можем идти.
Если все это будет устроено уже по полочкам, и контролировать, и называть будет очень удобно. Я обращаюсь к органам власти, компетентным, и к населению, гражданам, безусловно. У нас с вами есть возможность внести законодательное предложение народным депутатам в парламент республики. Можно это делать через депутатов представительных органов местного самоуправления, потому чтобы у нас действительно была системная работа по реабилитации участников специальной военной операции именно в виде закона. Законодательная инициатива уже представлена Государственному собранию Ылтумен Республики Саха-Якутия. В историческом парке проходит День открытых дверей филиала Центра «Воин». Это центр развития военно-спортивной подготовки и воспитания, патриотического воспитания молодежи в Республике Саха-Якутия. Нашему центру в этом году исполнилось 2 года. Мы не только выступаем в роли патриотического какого-то движения, мы также работаем со школьниками, со студентами. Интерес очень на высоком уровне. Молодежь все-таки, как я понимаю, они не принимают это как развлечение все-таки. Это серьезное дело. Они самое главное учатся умениям, навыкам, которые, возможно, они нужны будут не только, в боевых действиях, но они будут нужны и в мирное время. Наш центр подписал около 20 соглашений с учебными заведениями, и мы с ними тесно работаем. Приходим со всем своим оборудованием, со своими инструкторами. У нас работают 20 инструкторов, они все ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, все опытные, и все работают на результат. Центр «Воин» приходит в учебное заведение уже с готовой программой. Поэтому я призываю учебное заведение, кто еще не подписал соглашение с филиалом «Центр Воин», подписать их. Ведь навыки военного дела – это и есть защита Родины и своей жизни. Медиацентр «История» и «Мы» приглашает в мир видеопроизводств. Мы предлагаем интернет-трансляции, многокамерную съемку, услуги видеооператоров, а также создание видеосюжетов и телепередач. Ждем вас по адресу город Якутск, улица Уткина, 5.